Привет, мои дорогие родители! С вами на связи Саида Нариман, соло-мама двух подростков. И сегодня хочу поговорить о самом наболевшем вопросе для нас, для всех. Как же наладить эффективную коммуникацию с нашими подростками? Это очень важно для построения доверительных и крепких отношений в семье, но не всегда получается. Какие же есть препятствия на пути эффективного общения? Первое – это непонимание. Иногда мы просто не понимаем, что происходит в мире наших детей, и это создает барьеры. Второе – недостаток времени. В нашем бешеном ритме жизни бывает сложно найти время для спокойного разговора. Третье – это суждение и критика. Часто мы неосознанно критикуем, что отталкивает детей. Что же нам может помочь в этой ситуации? Давайте рассмотрим. Навыки активного слушания. Активное слушание – это главный ключ к хорошему общению. Когда ваш подросток говорит, постарайтесь действительно слышать и слушать его, не перебивая, не давая советов до тех пор, пока он сам не попросит. Как же задавать вопросы подросткам? Задавайте открытые вопросы. Вместо «ты сделал уроки?» Попробуйте спросить, как продвигаются твои уроки. Это поможет вашему ребенку открыть свои мысли и чувства. Не забывайте про уточняющие вопросы. Если вам что-то непонятно, так и спросите. Ты можешь рассказать поподробнее? Это покажет, что вам действительно интересно. Так как же избегать суждений? Важный вопрос. Поддерживайте нейтральный тон. Вместо «ты всегда опаздываешь» скажите «я заметила, что сегодня у тебя были проблемы со временем. Хочешь поговорить об этом?» Фокусируйтесь на чувствах и фактах. Обсуждение конкретной ситуации, избегая общих обобщений. Сочувствие и признание чувств. Когда ваш ребенок делится с вами своими переживаниями, важно показать, что вы понимаете, признаете его чувства. Скажите что-то вроде «я понимаю, что это может быть очень тяжело для тебя». Так как же разрешать конфликты? Слушайте обе стороны, дайте вашему возможность высказаться, выразить свои мысли и чувства. Ищите компромиссы. Вместо того, чтобы настаивать на своем, попытайтесь донести решение, которое устроит всех. Поддерживайте спокойствие. Даже если конфликт накаляется, и вы видите, что сейчас бахнет, постарайтесь сохранять спокойствие и не повышать голос. В нашем доме все эти принципы помогли нам наладить более открытые и доверительные отношения. Дети стали чаще делиться своими мыслями и чувствами, и мы стали лучше понимать друг друга. Я очень надеюсь, что эти советы помогут и вам выстроить эффективную коммуникацию с вашими подростками. Всех обнимаю, всех люблю!